Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который у нас посвящен новому проекту «Цифровая школа Учить.ру. Модели реализации цифровой образовательной среды в Республике Коми». А, Немного организационных моментов перед началом нашего вебинара. А, Если вдруг у вас что-то зависает, то обязательно обновляйте страницу и подключайтесь заново. Помимо этого, после вебинара, дорогие коллеги, вы сможете получить запись вебинара, а также полезную информацию о платформе. Для этого необходимо вам заполнить небольшой опрос по ссылке, которая у нас закреплена в заметках. Как вы, возможно, заметили, чат был временно закрыт, чтобы важная информация, которую я оставляла в чате, не потерялась. Но скоро эта возможность будет открыта, и вы сможете задавать в чате любые вопросы, которые у вас появляются в рамках нашего вебинара. И еще самое важное, как я уже говорила, если что-то зависает, пропадает видео, звук, просто обновите страницу. На этом организационные моменты заканчиваются. Еще раз приветствую вас. Меня зовут Бородулина Анастасия. Я представляю Департамент регионального развития Всероссийской образовательной платформы Учить.ру. Наша сегодняшняя встреча посвящена, как я уже сказала, проекту «Цифровая школа Учить.ру». Длительность нашего сегодняшнего мероприятия около 120 минут, в зависимости от вопросов, которые у вас будут появляться в рамках нашего вебинара. И за это время я вам расскажу о проекте, его целях, его задачах, условиях и способах его реализации. Отвечу на ваши вопросы. Мы запускаем этот проект «Цифровая школа» в Республике Коми. Запуск проекта согласован с заместителем министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Холоповым Олегом Александровичем. Для начала хотела бы сказать, что Учи.ру – это бесплатная всероссийская образовательная онлайн-платформа, на которой ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру на сегодняшний день является лидером среди цифровых образовательных ресурсов, которые позволяют школам полноценно и без лишних усилий внедрять цифровые технологии в образовательный процесс. Курсы нашей платформы Учить.ру соответствуют необходимым стандартам в ГОСу и не имеют привязки к конкретному учебнику. Задания на платформе проходят экспертизу Российской академии наук и одобрены к использованию в школах. Различные виды образовательного контента есть на платформе и доступны педагогам, которые на ней зарегистрированы, и также доступны ученикам. Для каждого ученика формируется цифровой профиль и индивидуальная образовательная траектория. То есть здесь ученики у нас занимаются по своей индивидуальной траектории, и это лежит в основе наших курсов вместе с интерактивными заданиями, которые разработаны таким образом, чтобы не просто давать наглядное объяснение материала, но и в первую очередь быть интересными для современных детей. На платформе Учить.ру ребенок, выполняя задания, вовлекается в образовательный процесс и становится его активным участником. Он постоянно взаимодействует с платформой через исследовательскую деятельность и знакомые жизненные ситуации. За счет такого взаимодействия и вырабатываются необходимые навыки у учеников, а знания усваиваются без заучивания. Наши интерактивные задания содержат в себе элементы геймификации и также учитывают индивидуальные особенности ваших учеников, отлично подходят для работы, например, с разноуровневыми детьми. То есть здесь вы можете подобрать индивидуально программу, задания для ученика, который, например, отстает по программе, либо долгое время проболел и вышел в школу. Чтобы заполнить пробелы, можно подобрать задания на платформе именно под его уровень. И также есть задания усложненные, которые вы можете использовать с учениками, которые идут вперед и быстро, прошу прощения, осваивают программу. Платформа
отслеживает ошибки ваших учеников, помогает самостоятельно прийти к верному ответу с помощью диалога и различных наводящих вопросов, которые в рамках прохождения карточек интерактивных задает платформа и главные герои платформы. Соответственно, здесь они не находятся одни, а все-таки находятся под чутким руководством и сопровождением героев платформы и самой платформы. Что здесь стоит отметить? То есть независимо от того, сколько раз ребенок ошибается, столько раз платформа будет ему помогать прийти к верному ответу, не решая задания за ученика, а лишь помогая. В итоге все задания, которые перед ребенком появляются, ученик решает сам, сохраняя уверенность в своих силах, адекватную самооценку и желание двигаться вперед. То есть также платформа ребенка не ругает, а лишь помогает и хвалит за выполнение карточек, которые они проходят или выполняют различные работы и задания. Платформа постоянно развивается и дает сегодня все, что нужно учителю для простой организации современного образовательного процесса. Помимо наших карточек, также на платформе появились новые инструменты для учителя, более 150 тысяч, например, заданий с технологией автоматической проверки. Здесь у вас будет возможность давать ученикам тестовые задания, различные упражнения и проводить проверку знаний. В личном кабинете учителя бесплатно доступен весь функционал учить.ру, и вы можете выбирать любые темы и задания, которые соответствуют именно вашим урокам, и впоследствии после выдачи этих заданий, и когда ребята их решают, вы уже в своих личных кабинетах получаете готовую статистику о выполнении учениками этих заданий в реальном времени. Как это именно выглядит, когда мы впоследствии переключимся на платформу, я вам покажу и дополнительно расскажу. Если будут возникать вопросы, конечно же, на них отвечу. То есть вы получаете статистику в реальном времени, и здесь в этих системах есть встроенная защита от списывания. То есть вы можете сформулировать как общее задание для всего класса, так и индивидуальные задания для группы, либо каждого ученика. При этом платформа учить.ру ни в коем случае не заменяет учителя, дорогие коллеги, а только усиливает вашу позицию в современном образовательном процессе, помогая вам внедрять цифровые технологии в учебный процесс. Мы предлагаем вам принять участие в проекте «Цифровая школа учить.ру». В текущем учебном году в проекте 3 направления. Это математика, 5-9 класс, английский язык, 5-6 класс и программирование, 3-4 класс. Сегодняшний наш вебинар посвящен программированию в 3-4 классе. Начальная школа самая активная у нас на платформе, и особенно по основным курсам школьной программы. В этом году нам бы хотелось поработать с учителями начальной школы, которые готовы решать нестандартные образовательные задачи. Курс по программированию выходит за рамки базовой школьной программы для начальной школы. И мы хотим предложить его тем педагогам, которые готовы заниматься развитием навыков программирования у своих учеников в рамках внеурочной, конечно же, деятельности, либо с учителями информатики, которые ведут дополнительные занятия для начальной школы. Уроки по программированию, дорогие педагоги, проводятся в рамках внеурочной деятельности. Это 1 урок раз в 2 недели. Он может проходить либо в компьютерном мобильном классе с использованием учить.ру. В рамках проекта уроки включаются, конечно же, в расписание и проводятся регулярно 1 раз в 2 недели. Для того, чтобы подключиться к нашему курсу, проекту, необходимо базовое школьное оборудование с доступом в интернет. Это может быть компьютерный, мобильный класс, либо набор планшетов. То есть минимум 1 рабочее место для 2 учеников должно быть.
Например, если в классе 30 учеников, то тогда должно быть 15 компьютеров, чтобы по двое сидели за одним компьютером. Плюс, конечно же, здесь необходим компьютер учителя, который будет подсоединен либо к проектору, либо к интерактивной доске, и стабильное интернет-соединение для того, чтобы открывать задания беспрепятственно на платформе. И самое еще важное, чтобы сайт учи.ру в вашей школе был внесен в белый список для того, чтобы беспрепятственно у вас был доступ ко всем сервисам, расположенным на платформе. То есть на всех устройствах, за которыми будут заниматься ученики и вы, этот сайт наш, образовательная платформа учи.ру, должна быть внесена в белый список. Включить цифровые уроки в расписание необходимо обязательно. Для каждого учителя от школы должно быть место в расписании для проведения урока в компьютерном мобильном классе. Закрепить урок в расписании важно. Во-первых, это важно для того, чтобы обеспечить регулярность занятий. Во-вторых, для восприятия детей, так им проще будет погрузиться, когда они четко знают, что сегодня, завтра, в понедельник, во вторник у них урок с учи.ру, и, соответственно, также они будут знать время проведения уроков. Возможное время проведения уроков по проекту местное для каждого региона. С 8:00 до 18:00 по будням и с 8 часов до 14:00 по субботам. Обеспечить необходимо будет регулярность занятий, как я уже сказала, 1 раз в неделю для каждого заявленного класса. Именно регулярность позволяет добиться максимальных результатов и закрепить их. Вы, дорогие учителя, проводите не менее 1 урока раз в 2 недели регулярно с момента старта проекта и до конца учебного года, за исключением периодов каникул и периодов, в которые невозможно провести уроки очно. Например, карантин, отмена занятий в связи с погодными условиями. Такие уроки необходимо будет проводить в формате онлайн удаленно. То есть уроки не проводятся только во время каникул, которые есть у вас в школе. И самое важное это то, что если вы, например, хотите больше использовать кнопку «Начать урок», да, например, она у нас работает до 16:00, а вам необходимо в связи с тем, что вы проводите, например, уроки по субботам, использовать ее, здесь вам необходимо будет выслать запрос на почту, это будет подключаться индивидуально, не всем педагогам, по почте, которую я вам покажу чуть позже и дополнительно также расскажу про кнопку и подачу данной заявки. Программирование и навыки работы с компьютером – это новая универсальная грамотность, как умение читать или писать. Развивает вычислительное мышление, помогает решать задачи, принимать решения и анализировать их. Также программирование развивает умение учиться, исправлять ошибки и искать новые области знаний. Помимо этого, это дополнительная мотивация детей к учебе. Также ребята здесь задают вопросы и ищут на них ответы, что также важно. Поддерживает, подпитывает и стимулирует креативное мышление ваших учеников, курс по программированию от учи.ру. И, конечно же, помогает придумывать новые решения и новые проекты. В будущем помогает в работе специалистам различных дисциплин, работники с навыками программирования более востребованы на рынке, так как это сейчас неразрывно, цифровые технологии у нас везде, поэтому этот курс будет полезен для учеников начальной школы, для их общего развития, для расширения кругозора и дальнейших перспектив, которые ждут их в будущем. Мы занимаемся реализацией таких проектов уже 4-й год. Первый проект был запущен в 2018
2019 году. В рамках этого проекта мы работали всего лишь в 3 регионах. В 2019-2020 году в проекте уже приняло участие более 43 тысяч учеников из 16 регионов, и в прошлом учебном году уже более 103 тысяч учеников приняли участие в нашем проекте, и, конечно же, количество регионов также увеличилось, 32 региона приняли участие в прошлом учебном году в рамках нашего проекта. Здесь вы видите цифры в рамках проекта прошлого учебного года по региону Республика Коми. 46 школ было подключено к проекту, 69 учителей приняли участие, это замечательно, 932 цифровых урока было проведено за время проекта, и 1543 ученика занимались на учи.ру на уроках математики. Здесь хочется отметить и поблагодарить самые активные школы: МБОУ средняя общеобразовательная школа города Инта номер 8 и МБОУ Хабаритская средняя общеобразовательная школа Усть-Целемский муниципальный район. Это замечательно, что в вашем регионе есть такие активные школы. Надеемся, что в рамках проекта в 2021-2022 году будет еще больше подключения ваших школ, учеников, и будет проведено еще больше уроков в рамках нашего проекта. По отзывам педагогов, учи.ру влияет не только на рост мотивации и интереса к учебе, но и на качество знаний и на развитие цифровой грамотности учеников. В 2020-2021 учебном году в рамках проекта было проведено исследование среди учеников 8 классов города Екатеринбурга, которые были разделены на 2 группы. Обе группы прошли тестирование по математике в начале и в конце учебного года на платформе учи.ру. При этом весь учебный год в экспериментальной группе раз в неделю урок математики проходил на платформе учи.ру в цифровом формате, а контрольная группа продолжала заниматься в привычном традиционном формате. По итогам сравнения результатов тестирования мы видим, что обе группы написали входное тестирование на одном уровне, это светло-голубой столбик на нашей диаграмме, и сравнивая результаты уже выходного тестирования, имеется значительная разница между контрольной и экспериментальной группой, это 7%, это значимый статистический результат, говорящий о том, что уже по итогу, да, у учеников, которые занимались на учи.ру, было получено больше знаний, и, соответственно, их результаты были лучше. То есть ученики, регулярно занимающиеся на платформе, показывают серьезный рост своих образовательных результатов по сравнению с учениками, не использующими платформу в своей деятельности. И самое важное, что это существенный рост познавательной мотивации этих учеников и их вовлеченности в предмет. Мы уверены, что при системном регулярном использовании платформы учи.ру в образовательном процессе возможно достичь гораздо большего результата. Ведь суть такого инновационного урока, который вы можете проводить в рамках проекта «Цифровая школа», это совмещение традиционных средств и методов обучения с современными методиками и ресурсами платформы учи.ру, что позволяет дополнять и усиливать классическое школьное обучение, налаживая полноценную дифференциацию и персонализацию подхода к ученику, что очень важно сейчас в нашем современном мире. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс на примере цифровой школы учи.ру позволяет решать все новые и новые задачи, которые на данный момент выдвигаются в сфере образования сегодня.
Например, это расширение образовательных возможностей обучающихся за счет увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала. Здесь также присутствует стимулирование, повышение мотивации учеников, их самостоятельности и, как следствие, повышение эффективности образовательного процесса в целом. Также это большая помощь учителю в развитии навыков и умений работы в цифровой среде. Здесь вы можете стать современным источником информации, говорить с вашими учениками на одном языке и реализовывать свой творческий потенциал, внедряя в образовательный процесс перспективную систему обучения, совмещающую преимущества традиционного и интерактивного подходов. То есть здесь мы не отказываемся полностью, конечно же, от традиционного подхода, мы лишь внедряем цифровые технологии, которые интересны, которые развивают и помогают вам, дорогие учителя. Потому что дети сегодня растут в постоянном информационном потоке, и методы обучения должны побуждать их еще глубже и более детально изучать материал, готовиться, и, соответственно, все знания помогут им и подготовят учеников к жизни в мире, которые сейчас ценят способность формулировать вопросы, затем находить ответы на эти вопросы. То есть показывает, что абсолютно все ученики сейчас на данный момент позитивно воспринимают идею получения образования в новом формате и готовы тратить время в интернете не только на игры, но и на учебу, в чем вам как раз и может помочь платформам и различные ресурсы, которые на платформе есть и доступны вам. Дорогие педагоги, что же потребуется от вас? Все на самом деле очень просто. В проекте участвует математика 5-9 классов, как я уже говорила, английский язык 5-6 классов и программирование 3-4 классов. Если вы подключаетесь с программированием, то в рамках вашего курса, проекта, вы можете использовать только задания по программированию для 3-4 классов в рамках нашего проекта «Цифровая школа». Далее вам необходимо базовое цифровое оборудование с доступом в интернет. Это может быть компьютерный, мобильный класс, либо набор планшетов, если такое имеется в школе. Как я уже говорила, из расчета одно место на 2 учеников класса. Далее необходим компьютер учителя с проектором, либо интерактивной доской, к которой он подключен, и стабильное интернет-соединение, чтобы легко открывать все сервисы, чтобы они вам были доступны, и вы могли их беспрепятственно использовать. И также платформа на всех устройствах должна быть внесена в белый список для того, чтобы страница открывалась, и вы могли беспрепятственно ее использовать. Далее необходимо согласовать цифровые уроки по программированию в расписании. Важно, чтобы учитель может работать в таком формате только с 3 своими классами, не более. Для каждого учителя от школы должно быть место в расписании, как я уже говорила. Для проведения уроков в компьютерном либо мобильном классе. Почему здесь важно закрепить урок в расписании? Во-первых, для того, чтобы обеспечить регулярность проведения уроков. Во-вторых, для восприятия детей, им так проще погрузиться, когда они четко знают, что у них проходят занятия, уроки с учи.ру. И именно для решения подобных вопросов и нужен куратор в школе. И именно поэтому куратором проекта может быть только представитель администрации, который будет составлять расписание, проверять, нет ли пересечений с классами, следить за регулярностью проведения уроков, устранять проблемы с интернетом, оборудованием в школе, если вдруг такие случаи будут происходить. И возможное проведение уроков
по проекту, как я уже говорила, местное для каждого региона с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 14:00 по субботам. Урок по программированию проводится один раз в 2 недели для каждого заявленного класса. То есть таким образом, если вы заявили 3 класса, должно быть 3 урока раз в 2 недели с каждым классом. Принцип регулярности говорит о том, что эффективным может быть только то обучение, в котором выдержана некоторая периодичность. Более редкие занятия обычно имеют невысокий результат, дорогие педагоги, поэтому именно регулярность позволяет добиться максимальных результатов и закрепить их. То есть регулярная работа позволит вашим ученикам ассоциировать цифровые технологии с образованием и поможет привыкнуть к такому формату потребления знаний. И эти знания у учеников точно будут усваиваться. Вы проводите не менее одного урока в 2 недели регулярно с момента старта проекта и до конца учебного года, за исключением периодов каникул. В периоды, когда невозможно провести уроки, например, в связи с карантином, ухудшением эпидситуации, либо отменой занятий в связи с погодными условиями, в таком случае уроки необходимо проводить в формате онлайн удаленно. Урок по проекту, дорогие педагоги, считается проведенным, если минимум 50% учеников класса выполнили задание на платформе в течение одного урока. В зачет идут только задания из базового курса программирования знакомства. Если вы провели несколько уроков по проекту в течение недели, то в зачет идет только один урок, тот, в котором с платформой работало наибольшее количество учеников. Помимо этого, вы будете получать еженедельную рассылку с итогами проведения ваших цифровых уроков, сколько учеников, например, занимались, зачтен или не зачтен урок, на вашу электронную почту. Поэтому учителям и куратору проекта в школе будет доступна эта информация в кабинете учителя и администратора во вкладке «Цифровая школа». По всем вопросам вы сможете обращаться к нашим специалистам через телеграм-канал. В проекте используется такой подход, как смешанное обучение. Это метод, который совмещает обучение с участием учителя как основного источника информации с онлайн-обучением. Суть его заключается в использовании в образовательном процессе не только традиционных методов, да, когда у нас работает учитель у доски, либо фронтальная работа, но и всего многообразия современных методик и ресурсов. В нашем случае использование цифровых ресурсов учи.ру. Происходит технологическое усиление активной позиции ученика с помощью онлайн-среды и формирования навыков самостоятельной работы у ваших учеников. Такой формат позволяет не только более эффективно использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, но и дополнять каждое из них и налаживать полноценную дифференциацию и персонализацию подхода к обучающимся. К самым популярным и эффективным моделям смешанного обучения, которые отлично реализуются с учи.ру, учителя относят ротацию станций. В случае, если вы впервые принимаете участие в проекте, то в самом начале мы рекомендуем провести вводный урок, на котором ученики смогут познакомиться с форматом урока, платформой, научиться заходить в систему под своими логинами и паролями, находить задания от учителя в их личных кабинетах. Если вы с вашим классом уже принимали участие в проекте, этот урок можно пропустить. Что касается методики проведения уроков по технологии смешанного обучения в формате ротация станций. Здесь, дорогие педагоги, вы делите класс на 2 группы по своему усмотрению, которые работают по 20 минут и меняются местами.
Ученики первой группы, например, работают на платформе учить.ру за компьютерами, выполняя задачи и задания из курса программирования, каждый в своем темпе, с необходимым количеством отработок и повторений, следуя подсказкам системы. Ученики второй группы в это время работают с учителем, отрабатывают и закрепляют ранее пройденный материал и темы, выполняют домашние задания, проверочную работу от учителя, работают над проектом. То есть все, что угодно в рамках неурочной деятельности, это уже здесь решаете вы, дорогие педагоги. Затем группы по истечении 20 минут меняются местами, и первая группа работает уже с учителем, а вторая садится за компьютеры и работает на платформе учить.ру. Состав группы меняется учителем от урока к уроку в зависимости от ваших педагогических задач. Вы со своего компьютера либо с телефоном после урока сможете изучить статистику выполнения заданий. Таким образом, идет увеличение интереса к учебе, а также интеграция современных форм обучения в образовательный процесс. По данной модели проводится один урок программирования в 2 недели. Этот урок обязательно стоит в расписании и проводится регулярно. Мы будем оказывать техническую помощь на протяжении всего учебного года от начала и до конца проекта. То есть, коротко говоря, вы делите класс в рамках вашего урока на 2 группы по видам деятельности. Первая группа – это фронтальная работа с учителем, и вторая группа – работа на платформе по индивидуальной траектории. То есть ребята занимаются в своем темпе, решая задания. Далее вы нажимаете на кнопку «Начать урок», и через 18-19 минут производите ротацию станций, то есть меняете группы местами. За несколько минут до конца урока выводите на экран статистику, чтобы подвести итоги, рефлексию вместе с вашими учениками. Это что касается проведения самого урока. Далее, дорогие педагоги, хочу вам показать сервисы на платформе учить.ру, которые вы можете использовать, которые вообще есть на платформе, но в рамках курса вы можете использовать только курс программирования для 3-4 классов, да, соответственно, здесь мы на нем тоже акцентируем внимание. Переключимся на платформу. Итак, думаю, у всех отобразилась платформа. Здесь мы с вами видим главную страницу, стартовую страницу, которая будет у вас открываться, когда вы зайдете на платформу под своими логинами и паролями. Если вы еще не зарегистрированы, зайдите на сайт учить.ру и зарегистрируйтесь как учитель на платформе. Если вы будете куратором, то также вы можете дополнительно активировать себе кабинет администратора. Также покажу, как это сделать. Итак, что касается платформы. На главной странице, когда вы заходите под своим логином и паролем, открываются различные возможности платформы. В левой части экрана все предметы, которые вы проводите в своем классе, и здесь нас будет интересовать в рамках нашего проекта курс по программированию, который также здесь расположен. Когда вы будете регистрировать ваш класс, если они еще не зарегистрированы, у них нет логинов и паролей, обязательно поставьте галочку и выберите предмет программирования, чтобы у вас был к нему доступ. То есть здесь, когда вы нажимаете на курс по программированию, у вас появляются 2 таблички, это программа и статистика. Когда вы заходите в программу, у вас загружается курс по программированию, и вы можете к нему перейти и увидеть, какое содержание есть у курса. Соответственно, здесь есть различные темы
подтемы, которые вы можете проходить с вашими учениками, открывая и работая. Также по каждой теме здесь есть краткая информация, что в этой теме содержится, что вы будете в рамках урока проходить с вашими учениками. То есть здесь у нас 9 больших тем, которые содержат множество заданий внутри. И, соответственно, здесь вы сможете работать с вашими учениками, используя курс по программированию. Для того, чтобы у ребят был неограниченный доступ к заданиям курса, вам необходимо, как я уже говорила, включить кнопку «Начать урок» для вашего удобства, чтобы бусины, которые выделяются ученикам 20 бусин в день, они не сгорали в рамках ваших цифровых уроков. Для этого с правой стороны на учительской доске у вас есть кнопка «Начать урок». Как я уже говорила, эта кнопка имеет неограниченное действие, вы ее можете включать несколько раз. Если вы ее включаете, то она будет доступна целый час, и в течение этого часа ученики в неограниченном количестве могут решать задания на платформе по курсу. Соответственно, когда действие заканчивается, уже здесь у ребят будут 20 бусинок, которые они будут тратить, и, соответственно, эти бусины обновляются каждый день. Это создано для того, чтобы ребята, да, связано с нормами Санпин, чтобы ребята, несмотря на то, что обучаются, не пересиживали долго за компьютером. То есть вы нажимаете эту кнопку, ребята заходят под своими логинами и паролями и уже приступают к выполнению курса. Что касается кнопки «Начать урок», как я уже говорила, она работает до 16 часов. Если вам необходимо, например, проводить уроки в выходные дни, либо после 16:00, вам необходимо будет сделать запрос на почту, которую я вам покажу чуть позже, вы ее запишете. И, соответственно, индивидуально вам подключится этот доступ и возможность включать эту кнопку по субботам, либо после 16:00 по будням. То есть обязательно сделайте этот запрос, если вы понимаете, что вы в это время будете проводить уроки с вашими учениками. Соответственно, что вообще есть на платформе? Есть различные сервисы, которые вы можете использовать. Если, например, у вас класс переведен на карантин, либо удаленная работа в связи с погодными условиями, вы можете использовать раздел «Виртуальный класс». Виртуальный класс, когда здесь вы можете спланировать уроки, сделать расписание и проводить онлайн-уроки с вашими учениками. Это быстрый доступ, у них уже есть логины и пароли, и, соответственно, они легко могут к вам подключиться, и уже в своих личных кабинетах они будут видеть расписание, что вы запланировали уроки по таким-то дням, и, соответственно, будут получать уведомления и будут из своих личных кабинетов к вам подключаться. Здесь есть все инструкции, которые вы можете скачать и изучить. Есть обучающее видео по работе с виртуальным классом. Есть возможность провести пробный урок. И, соответственно, здесь вы ниже выбираете даты и составляете расписание ваших уроков, чтобы ученики к вам могли подключиться. Вы можете запланировать урок, выслать ссылку дополнительно вашим ученикам. Ребята могут заниматься с ноутбука, планшета, мобильного телефона. И, соответственно, урок на платформе легко вместить целый час. Здесь ребята не будут подключены все вместе, вы будете индивидуально их подключать, включать им микрофоны, видео, когда ребята будут поднимать руку. В рамках урока вы можете загружать различные видеоматериалы с YouTube, например, либо с других сервисов, выгружать презентации, работать с доской. То есть все возможности, которые необходимы для качественного проведения урока в рамках виртуального класса у вас, дорогие учителя, будут, и вы сможете их использовать. Это что касается
проведения, да, если мы, например, не можем заниматься очно, переведены в дистанционный формат работы и, соответственно, можем здесь использовать виртуальный класс. Для других предметов у вас есть методическая копилка с различными презентациями, заданиями, которые вы можете использовать для своих учеников. То есть здесь у нас есть различные интерактивные задания, распечатки, которые также у нас содержатся в каталоге материалов по предметам математики, русского языка, английского языка для начальной школы, окружающего мира и для основной школы по математике, русскому и английскому языку. Но, как я уже и сказала, здесь в рамках курса проекта «Цифровая школа» вам необходимо использовать курс по программированию, который здесь вы добавляете при, например, регистрации. Что касается подключения к проекту «Цифровая школа», когда вы заходите под вашим логином и паролем, на верхней части страницы у вас есть различные новости, которые перелистываются. Вам необходимо здесь найти новость «Цифровая школа. Новые технологии на ваших уроках» и нажать «Узнать подробнее». Когда вы переключаетесь, перед вами открывается краткая информация по проекту. Здесь вы дополнительно ее можете изучить и нажать на кнопку «Присоединиться к проекту». Когда вы на нее нажимаете, вы выбираете предмет программирования 3-4 классы, выбираете ваш класс, здесь у нас не зарегистрирован он, но вы выбираете свой класс, 3-4 класс, далее нажимаете везде галочки, что соглашаетесь проводить уроки, соглашаетесь проводить уроки по предложенной методике, и то, что уроки считаются проведенным, если больше 50% учеников класса работали с платформой на уроки. Далее поставили везде галочки и нажимаете на кнопку «Присоединиться к проекту». Здесь уже ваша заявка точно будет отправлена. Заявку, дорогие педагоги, необходимо подать до 29 сентября, потому что 30 сентября уже начинается старт проекта, поэтому до 29 сентября вам необходимо здесь подать заявку и присоединиться к проекту, перейдя на его страницу, выбрав предмет программирования, выбрав ваш класс и нажав на кнопку «Присоединиться к проекту». Если вы будете являться куратором, да, куратор школы – это тот человек, который у нас относится к администрации, то здесь вам необходимо будет зайти в свой профиль и включить кабинет администратора. Вот здесь он находится, то есть вы нажимаете на свое имя, фамилию, нажимаете на профиль, и далее вы видите кабинет администратора. В данном личном кабинете он уже подключен, вам нужно будет нажать на кнопку «Подключить» и впоследствии подключить тех педагогов, которые будут работать, чтобы вы видели в этом кабинете статистику. То есть это касается только кураторов проекта в ваших школах. И самое важное, сегодня, как я уже говорила, у нас есть код нашего сегодняшнего мероприятия, я вам покажу, где его ввести. Вы можете это сделать сейчас, либо чуть позже, когда зайдете на платформу. Это вам поможет при получении сертификата. Так вы подтвердите свое участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Вы нажимаете на раздел «Портфолио» в нижней части главной страницы, выбираете его, и с правой стороны у нас есть окошко. У меня есть код с обучающего мероприятия. Вы нажимаете на кнопку «Активировать» и вводите код нашего сегодняшнего мероприятия 48 29 94 70. Обязательно после первых 4 цифр мы ставим
тире, и далее пишем вторые 4 цифры. 4829-9470. Если у вас сейчас нет возможности ввести код на платформе, зафиксируйте его себе и введете чуть позже. Самое важное в течение 3 дней после вебинара. То есть у нас сегодня с вами 16 число, до 19 числа код вам необходимо будет активировать на платформе, чтобы вы подтвердили свое участие в сегодняшнем вебинаре, и у вас была возможность получить сертификат после нашего обучающего мероприятия. Если у вас здесь появились какие-то вопросы, обязательно их задавайте, впоследствии я на них отвечу. Мы с вами возвращаемся обратно к нашей презентации. Код мероприятия у нас также закреплен в заметках. Вы можете его увидеть. 4829-9470. Итак, дорогие педагоги, куратору проекта будет доступна подробная информация и статистика по всей школе во вкладке «Цифровая школа». Как я уже сказала, для этого необходимо кураторам подключить кабинет администратора, нажав на свое имя и фамилию, нажав на кнопку «Профиль» в личном кабинете на платформе. Если личного кабинета еще нет, тогда кураторам необходимо будет создать личный кабинет зауча. Далее вам необходимо будет подтвердить, что вы являетесь куратором проекта в школе, и прикрепить уже учителей-участников по ссылке приглашению. Обращаю ваше внимание, куратором проекта «Цифровая школа» в образовательном учреждении может быть только один человек, и это должен быть представитель администрации школы. Куратор на этапе вступления в проект проверяет, нет ли пересечений по классам участникам, то есть один класс у нас может принимать участие только по одному предмету с одним учителем, составляет впоследствии расписание и, конечно же, решает различные технические сложности, которые могут возникнуть. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в проекте «Цифровая школа учить.ру» участвуют только программирование 3-4 классов, если вы подключаетесь именно по этому предмету, и уроки, которые вы проводите по другим предметам, не засчитываются, несмотря на то, что они будут выполнены вашими учениками. То есть если вы подали заявку с программированием, необходимо использовать только задания по программированию, которые я вам показала, располагаются в разделе «Предметы» в верхней части экрана слева. Будьте, пожалуйста, внимательны при составлении расписания и проведении ваших уроков. Если вы подали заявку с программированием, используем только его. Урок по проекту считается проведенным, если минимум 50% учеников класса выполнили задание на платформе в течение урока. Если вы провели несколько уроков по проекту в течение недели, то в зачет будет идти только один урок, тот, в котором с платформой работало наибольшее количество ваших учеников. Для работы на цифровом уроке учитель может выбрать любой следующий функционал платформы. Карточки курса по программированию по индивидуальной траектории с использованием кнопки «Начать урок». То есть карточки будут открываться последовательно у ваших учеников. Траектория подстраивается под ученика в зависимости от его уровня знаний, количества ошибок и скорости прохождения заданий. Вам, дорогие учителя, необходимо предварительно нажать на кнопку «Начать урок», как я показывала, чтобы ученик мог пройти столько карточек, сколько успеет за отведенное время без ограничений по количеству. То есть здесь в течение часа после того, как вы включили, ребята могут решать карточки в неограниченном количестве. После этого вы, дорогие педагоги, получаете статистику того, как занимались ваши ученики в течение урока. Нажимать кнопку «Начать урок» можно любое количество раз, как я говорила.
по будням с 8 до 16:00 по местному времени. И специально для участников проекта можно продлить действие кнопки «Начать урок» до 18:00 в будни и включать ее в субботу с 8 часов до 14:00 по вашему запросу на электронную почту, при условии, что именно в это время будет проходить урок по проекту, и он находится уже в расписании. Далее хотела вам вернуться на платформу еще и показать, как вы можете подключить педагогов, которые будут вести в вашем классе занятия. Например, это может быть педагог по информатике. Здесь вам необходимо на главной странице платформы опуститься чуть ниже, и вы увидите серенькую табличку, пригласите своих коллег и получите баллы по программе «Активный учитель». Вы нажимаете на кнопку «Пригласить», и здесь по почте вы можете отправить приглашение педагогу, которому необходимо подключить к вашему классу. То есть выбираете почту, высылаете для тех даже педагогов, которые еще не зарегистрированы на платформе. Если педагог уже зарегистрирован, вы можете подключить уже к классу для того, чтобы он подключился и работал также с вашими учениками, чтобы вы не регистрировали несколько раз ваших учеников, чтобы у них не было несколько личных кабинетов, несколько логинов и паролей. Вы просто подключаете педагога, который будет вести этот курс. Если вы, например, являетесь классным руководителем, но хотите подключить другого учителя, нажимаете здесь на «Пригласить» и по почте приглашаете педагога, который будет вести уроки в вашем классе в рамках проекта «Цифровая школа». И также здесь еще хотела показать кабинет заучи, это касается кураторов. Здесь появится проект «Цифровая школа», и, соответственно, в рамках этого кабинета можно отслеживать статистику по различным темам, по курсам, которые проводятся в школе, которые используют ваши учителя. Если мы, например, зайдем на основной курс, вы можете видеть, какие учителя подключены к вашему кабинету, и для того, чтобы их подключить к вашему кабинету, здесь вам необходимо скопировать ссылку, чтобы поделиться с учителями и их пригласить в кабинет администратора. Вы можете скопировать, отправить в общий чат, либо на почту сделать рассылку, для того, чтобы каждый учитель, который уже зарегистрирован, подключился к вашему кабинету, и вы смогли отслеживать статистику по классу. Также эта кнопка для подключения есть в верхней части «Подключить учителей». Если мы на нее нажимаем, здесь есть несколько вариантов. Вы можете отправить приглашение индивидуально по почте для того, чтобы подключился учитель, либо скопировать и отправить по почте, либо в любых мессенджерах, в которых у вас есть чат с коллегами. Также, если вы будете проводить уроки дистанционно, у нас есть здесь раздел «Дистанционное обучение» в кабинете зауча-администратора, и также будет статистика по проведению уроков, по каким темам, в каких классах эти уроки проводились, сколько задано заданий, сколько прорешали, не прорешали заданий, и все отчеты с кабинета администратора кураторы проектов смогут выгружать в таблицах Excel для удобства. Это что касается работы на платформе. По курсу программирования еще уточню, мы с вами посмотрели программу, а еще также здесь есть раздел статистики, в котором вы сможете отслеживать количество заданий, которые ученики решили, то есть когда они последний раз заходили, какой у них прогресс, и кружочками цветными здесь у нас будет отражаться. Если голубой, то урок проходит с учеником, то есть на стадии прохождения. Если зеленый, то урок уже пройден,
Соответственно, белый не пройденный урок и серым помечены уроки не обязательных к прохождению. То есть вам важен раздел, соответственно, программирование, в котором содержится и программа, и статистика. В одном месте вы сможете легко найти и отслеживать успехи ваших учеников в рамках проекта, сколько заданий они прошли, может быть, где-то у них были сложности. То есть вся статистика по прохождению у вас будет в вашем кабинете, личном кабинете именно учителя. Дополнительно эта статистика также выгружается в кабинет завуча, администратора, который будет являться куратором в рамках проекта «Цифровая школа». По ходу реализации проекта вы, дорогие педагоги, не сможете изменить класс, участвующий в проекте, то есть класс, в котором вы подали заявку. Поэтому перед тем, как подать заявку, тщательно обдумайте свой выбор в классе. И в классе, который участвует в проекте, нужно будет проводить цифровые занятия до конца учебного года. Если вы подаете заявку с 3 классами, то, соответственно, уроки проводить цифровые вам необходимо будет во всех 3 классах, с которыми вы подали заявку на платформе, на проект «Цифровая школа». Обо всех технических изменениях необходимо будет уведомить организатора проекта. Если происходит смена логинов и паролей у учеников, прикрепление класса к другому, удаление класса и внесение его заново, смена вашего личного кабинета учителя и так далее. Почему это важно? Это важно для того, чтобы был собран корректный сбор анализов и анализ статистики, то есть чтобы все данные были корректно собраны, получена статистика правильная, корректная, и также это необходимо для вашей информационной поддержки, подведения итогов проекта и так далее. Перед подачей заявки также в личном кабинете проверьте, пожалуйста, корректность вашей электронной почты. Через вкладку «Профиль» важно использовать актуальный адрес электронной почты, иначе до вас не будут доходить сведения по проекту, результаты тестирования, статистика проведенных уроков и так далее. В случае, если в профиле указана некорректная электронная почта или вы обнаружили ошибку, напишите на наш электронный адрес digital_school@uchi.ru. И если вы захотите выйти из проекта, то это происходит только по согласованию сторон. По итогу реализации проекта учитель, выполнивший все условия, получает сертификат, подтверждающий получение компетенций и практических навыков для внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Выполненными являются те условия, когда вы проводили не менее 1 урока каждые 2 недели учебного года, учитель проводил каждый урок с изначально заявленным для участия в проекте классом, учитель проводил каждый урок по предложенной методике, то есть технология смешанного обучения. На каждом уроке с платформой работало минимум 50% учеников класса, и куратор проекта также может получить сертификат об организации проекта в школе при условии, что он является верифицированным куратором цифровой школы в своем образовательном учреждении, и минимум 50% заявленных учителей дошли до конца проекта и получили сертификаты участников. Условия вы видите на слайде, которые я также уже озвучила. Если заявлен только 1 учитель, здесь уже все решается индивидуально. Для верификации вам необходимо подключить кабинет администратора, как я уже показывала, в личном кабинете на платформе. Либо, если никакого кабинета еще на платформе нет, то создайте личный кабинет завуча, нажмите на кнопку «Подтвердить», что вы являетесь куратором проекта «Цифровая школа» по вашей школе,
то есть поставить галочку «Цифровая школа» и прикрепить учителей-участников по ссылке приглашению, как я показывала, вы можете ее скопировать, выслать на почту, разослать в любой мессенджер, в котором у вас есть ваша группа вашего педагогического коллектива. Соответственно, обращаю еще раз ваше внимание, что куратором проекта «Цифровая школа» в образовательном учреждении может быть только один человек, и это должен быть представитель администрации школы. Куратор на этапе вступления в проект проверяет, нет ли пересечений по классам участникам. Один класс может принимать участие только по одному проекту. И, соответственно, эти пересечения все необходимо будет отследить куратором. Далее куратор составляет расписание, решает различные технические проблемы, если такие возникают. Статистика по проекту будет доступна у каждого учителя, который подал заявку на участие в проекте в ваших личных кабинетах. Статистика по всей школе будет доступна верифицированному куратору в его личном кабинете зауча-администратора. Давайте еще раз рассмотрим, как подать заявку. Для этого снова переключимся на платформу. Вы зашли под своим логином и паролем, и в вашем личном кабинете появляется специальная плашка «Цифровая школа учи.ру». Если вдруг ее нет, напишите, пожалуйста, нам на нашу почту. Далее мы нажимаем на «Узнать подробнее». Можем ознакомиться со всей информацией необходимой, которая здесь представлена. И далее мы нажимаем на кнопку «Присоединиться к проекту». Когда мы на нее нажали, мы выбираем предмет программирования 3-4 классы, выбираем класс, либо несколько классов, которые будут участвовать, подтверждаем, что ознакомлены со всеми условиями участия в проекте, о которых я вам сегодня уже говорила, отмечаем их галочками и завершаем подачу заявки, нажав на кнопку «Присоединиться к проекту», и, соответственно, идем на платформу и можем здесь все подать, все наши необходимые данные. Если вдруг еще класс не зарегистрирован, соответственно, предварительно мы заходим на платформу и регистрируем свой личный кабинет, если его нет, и, конечно же, регистрируем класс, с которым будем работать в рамках проекта. Соответственно, каждый учитель должен подать заявку, только эти заявки будут являться действительными, и только этот список будет обрабатываться и учитываться в проекте. То есть, соответственно, здесь необходимо подать именно корректные данные. Если здесь возникают какие-то вопросы, задавайте их в чате, с большим удовольствием на них отвечу. Мы прошлись по всем основным моментам, которые связаны с запуском проекта и его реализацией в ваших школах. Цифровая школа учи.ру в Республике Коми. И самое важное – это этапы, даты и сроки, которые необходимо соблюдать. Для начала, конечно же, кураторы проверяют техническое оснащение школы, компьютерный либо мобильный класс, минимум 15 рабочих мест для учеников, компьютер учителя с проектором, либо интерактивной доской, стабильный доступ в интернет и сайт учи.ру в белом списке школы. Далее кураторы подключают кабинет администратора в своем личном кабинете на платформе. Если его еще нет, регистрируют свой личный кабинет завуча, подтверждают, что являются куратором проекта в школе, для этого ставят галочку «Цифровая школа». И обращаю ваше внимание, что куратором проекта «Цифровая школа» в образовательном учреждении может быть только один человек, и это должен быть представитель администрации. Далее определяется список учителей и классов, которые будут принимать участие в проекте. Один класс принимает участие с одним предметом,
один учитель не более чем с 3 классами. Прикрепляйте учителей, участников по ссылке приглашению. Уважаемые учителя, вам необходимо выбрать класс, в котором вы будете проводить цифровые занятия раз в неделю до мая 2022 года. Как я уже сказала, если ваш класс еще не зарегистрирован на платформе, добавьте этот класс и учеников на платформу и раздайте им логины и пароли. Их можно распечатать. Составьте далее расписание цифровых уроков по проекту согласно количеству участников, чтобы всем хватило места и времени, не было никаких пересечений по классам. Учителя подают заявку, каждый в своем личном кабинете, как я показывала, нажимая на кнопку «Присоединиться к проекту». У вас появляется плашка «Цифровая школа» в вашем личном кабинете. И самое важное – подать заявку до 29 сентября включительно, потому что 30 сентября официальный старт проекта. Вы выбираете класс, в котором будете проводить уроки, далее получаете письмо на электронную почту с подробными инструкциями и описанием следующих шагов. До конца учебного года, за исключением периода каникул, вам необходимо будет проводить 1 урок в неделю в компьютерном либо мобильном классе по модели ротации станций с использованием платформы uchi.ru. В начале проекта есть входное тестирование учеников, периоды, когда невозможно проводить уроки очно, например, карантин, отмена занятий. Уроки вам необходимо будет проводить дистанционно в формате онлайн. Я вам показала, в виртуальном классе вы можете проводить ваши уроки, открывать любые видеоматериалы, любые карточки с платформы, загружать презентации, которые необходимы. И, соответственно, после подключения к проекту вы проводите уроки раз в 2 недели в ваших классах. В ходе проекта вы получите полноценную техническую методическую поддержку. Мы будем на связи на протяжении всего проекта по любым вопросам, которые у вас возникнут. Как я и говорила, по любым вопросам вы можете обращаться по почте digital_school@uchi.ru, который сейчас вы видите на слайде. Также вы можете подключиться, обязательно подключайтесь в чат для участников проекта в Telegram, digital_school, _uchi_bot. И, соответственно, там будет актуальная информация, которая вам необходима. Что касается кнопки «Начать урок», как я уже говорила, если она работает до 16:00, если вам необходимо ее более долгое действие, вам необходимо подать заявку на почту digital_school@uchi.ru для того, чтобы вам индивидуально по вашей заявке подключили возможность использования кнопки, например, по субботам с 8 до 14, либо продлили ее действие по будням до 18:00. Соответственно, если в это время ваши уроки стоят в расписании. Помимо итогового сертификата по завершении проекта, вы также сможете получить цифровой сертификат об участии в нашем сегодняшнем обучении. Данный сертификат подтверждает освоение вами теоретической части и переход к практическим действиям. Сертификат добавится у вас в разделе «Портфолио» в вашем личном кабинете после выполнения практического задания. Для получения сертификата вам необходимо зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрированы. В личном кабинете в разделе «Портфолио», как я и показывала, ввести код нашего сегодняшнего мероприятия 4829-9470. Код действителен с момента начала вебинара до, получается, 19 сентября, то есть всего 3 дня. Далее этот код сгорает, и вы уже не сможете его активировать в разделе «Портфолио» в ваших личных кабинетах. Далее, дорогие педагоги, вы вносите классы, распечатываете, раздаете всем обучающимся их логины и пароли. Через сервис «Мои задания из карточек» даете ученикам задания по вашему предмету.
То есть вам необходимо будет зайти на платформу и выдать задание через сервис «Мои задания из карточек». Когда вы дадите ученикам задание, у них в личных кабинетах появится плашка «Задание от учителя», они приступят к решению задач в этом разделе, и, соответственно, для получения персонального вашего сертификата, который свидетельствует о том, что вы прошли обучение на сегодняшнем нашем вебинаре, ребятам необходимо будет решить, точнее, 10 учеников должны минимум решить ваше задание от учителя в течение 20 дней. Сертификат автоматически активируется, появится у вас в разделе «Портфолио» в вашем личном кабинете на платформе учи.ру. А если у вас возникнут какие-то вопросы по проекту, еще раз обращаю ваше внимание, напишите на почту digital_school@uchi.ru. Если у вас возникли какие-то вопросы по ходу нашего вебинара, вы можете их задать, и я с большим удовольствием отвечу. Итак, повторю код нашего сегодняшнего мероприятия для активации ваших личных кабинетов. Код мероприятия 4829-9470. По всем вопросам обращайтесь на электронную почту, которую вы видите на вашем экране. И сейчас я передаю слово Вячеславу Алексеевичу. Интересная была информация в вебинаре. Я надеюсь, наши педагоги услышат вас и примут активное участие в этом проекте. Это хорошо будет, я думаю, и для детей, и для родителей, ну и возможно, облегчение, какое-то облегчение для учителей в плане тех же домашних заданий. Вы подробно объяснили, как все регистрироваться. Я думаю, учителя поняли. Если же не поняли, значит, запись вебинара будет. Вот спрашивали здесь вопрос по записи вебинара. Либо на нашем сайте Криро, либо она должна прийти на вашу электронную почту, если вы заполнили в заметках. У нас есть ссылочка на... Да? Настя, правильно я говорю? Да, конечно, в заметках есть ссылка, по которой вы заполняете, дорогие педагоги, небольшой вопрос, и, соответственно, все материалы получите впоследствии. Да, значит, материалы получат тогда они на электронную почту. Да, все верно. Коллеги, и еще один момент. У нас в республике реализуется проект «Личный кабинет педагога». Для этого создан специальный сайт. Сейчас я ссылочку на этот сайт отправлю в чате. Значит, желательно, чтобы вы зарегистрировались, ну и в информационном письме эта ссылка была, зарегистрировалась, и все те мероприятия, в которых вы будете участвовать, в том числе и это мероприятие, вы можете записаться на него в своем личном кабинете педагога, в котором будет отслеживаться индивидуальный маршрут каждого педагога, и мы будем сопровождать. Здесь же будут отслеживаться и курсы повышения квалификации, то есть фактически это будет некоторое ваше портфолио. Возможно, мы сделаем так, что сайт постоянно в доработке пока еще идет, что вы сможете прикреплять туда и свои сертификаты по мероприятию. Ну что, спасибо всем за участие. Подталкивайте своих руководителей, чтобы они вам дали добро и нашли место в компьютерном классе для того, чтобы вы смогли участвовать в этом проекте. Регистрируйтесь и участвуйте. Всем удачи, всего самого хорошего. Спасибо, Настя, за интересный вебинар. Ну, я думаю, мы будем в дальнейшем встречаться, еще проводить какие-то обучающие вебинары и сопровождать наших участников, когда они зарегистрируются. С большим удовольствием спасибо вам за слово, которое вы сказали. Будем очень рады подключению педагогов к нашему проекту. Да. И благодарю всех педагогов за подключение, участие. Желаю всем хорошего дня. Всего доброго. До свидания.